Сводка о пожаре, если он происходит не на предприятии или к приезду репортеров уже все потушено, как правило, попадает в самый конец хроники происшествий. За рамками рассказа с места событий остаются и причины, и драма потерь. Пожар произошел здесь неделю назад, но едкий запах, несмотря на гуляющий ветер, сохраняется до сих пор, проникает внутрь. Огонь хозяйничал здесь всего лишь около 25 минут. Дом разделен на две части, и семья из незатронутой квартиры эвакуировалась самостоятельно. Здесь же проживала 75-летняя женщина и двое ее детей, 50 и 55 лет. Когда неисправная печка начала выплевывать пламя, женщина смогла вывести свою престарелую мать на улицу, но тут послышались крики ее брата. Он то ли просил помощи, придавленный чем-то, то ли требовал воды. Женщина вернулась обратно к нему, но из дома уже никто не вышел. Тела обоих найдут позже. Женщина так и не смогла дойти до своего брата. Престарелая мать, которую приютила родственница, до сих пор не знает, что ее дети погибли. Говорим постоянно, что нету, но она забывает, у нее совсем памяти нет. Статистика бытовых пожаров этого года пока что выглядит так. Горят подворья, бани, сараи, гаражи чуть больше половины всех случаев. 21% возгорания в квартирах и 15 частные дома. Погибели людей в антирейтинге, частный сектор, 7 человек. Часто после уже вызова пожарных люди бросаются спасать дома и гибнут. 5 человек погибли в многоквартирных домах, 1 в бане. Самая частая причина – расплывчатое, неосторожное обращение с огнем, а конкретнее последовательность событий. Выпил, закурил, уснул. В выходные и праздничные дни у нас количество пожаров увеличивается в среднем на 20% по сравнению с будничными днями. Безусловно, здесь культура употребления алкогольных, спиртных напитков, потому что, разбирая обстоятельства гибели людей на пожарах, то здесь основная масса, вот из 14 человек 7 были в состоянии алкогольного опьянения. Спасены более 30 человек, в их числе и дети, но вот здесь драма разворачивается уже по-другому. Пострадавшие от пожара – одни из самых тяжелых пациентов. Как говорят врачи, огонь ищет пустоты, в том числе и в человеческом теле. Ожоги дыхательных путей, поражение кожи, отравление продуктами горения, отказ внутренних органов, часто травмы и переломы. В спасении задействованы хирурги, терапевты, лоры, офтальмологи, травматологи, кардиологи. И прогнозов, как правило, не делают. Степень глубокого ожогового поражения этого 72-летнего пациента врачи оценивают в 50%. Мы вынуждены закрыть обгоревшее лицо. За жизнь мужчины врачи борются с 6 января. В тот день он вернулся с дежурства, поставил разогревать ужин и уснул. Разбудил кот, прыгнул на грудь. Чтобы спастись, пришлось пройти через огонь. В коридор стал выходить, только дверь открыл. Вот не то, что там, вот жаровня горит все. И я вот через это вылезал. Меня сразу ошкварило все. Я стал сознание терять. Думаю, нет, ползком выполз. Это часть испытаний на горючесть стенового покрытия заброшенного здания в Казани, где в ноябре погибли 5 охранников при попытке эвакуации. Заключение экспертов, а их всего 5 человек на весь Татарстан, одно из решающих в делах о пожарах. Выезжают, конечно, на самые значимые, крупные, где погибли более 2 человек, работают совместно с МВД и Следственным комитетом. Из почти 6 тысяч пожаров прошлого года только к 420 эксперты готовили заключение. Вот это рисунок первичной короткой замыкания. В лаборатории могут определить не то, что вид горючего, допустим, при поджоге, а даже заправку, на которой оно было куплено. Или в полностью выжженном помещении определить место, где упала непотушенная сигарета, как здесь говорят, низкокалорийный источник тепла. Случаев, когда из испытательной пожарной лаборатории выезжал эксперт на пожар и не определил причину пожара, такого еще у нас не было. Один из пожаров этого года произошел в престижной многоэтажке, сданной около 2 лет назад. Всего в нескольких шагах от квартиры, где и случилось возгорание, оборудован пожарный шланг, но воды в нем не оказалось. К счастью, пострадавших не было. В доме есть обслуживающая организация, управляющая компания, которая несет ответственность за соблюдение, в том числе и требований пожарной безопасности. Здесь необходимо отметить, что сотрудники Государственного пожарного надзора с 2007 года не принимают участие в проверке объектов, которые на стадии сдачи в эксплуатацию. И мы можем прийти с проверкой только уже по истечению определенного времени, в зависимости от того, к какой категории риска относится тот или иной объект.
Этот дом один из самых известных и проблемных в центре Казани. Несколько лет назад здесь произошел пожар в одной из квартир. Огонь через лестничные марши вытянул на другие этажи. Денег, чтобы привести в порядок дом, у управляющей компании нет. С кого спрашивать, можно ли возместить нанесенный ущерб? За закопченную квартиру сверху, за залитую в результате тушения снизу, например, самих погорельцев, если установлено, что они виновны в пожаре, при условии, если они останутся живы-здоровы. У нас общий принцип, это статья 1064 Гражданского кодекса, что причинитель вреда. Нужно установить, кто причинитель вреда, и с него уже требовать возмещения вреда. В этой компании доля портфеля по страхованию недвижимости, в том числе от пожаров и последствий их ликвидации, 65%. Лидируют владельцы частных домов. Но в прошлом году в компанию для заключения договора стали чаще обращаться и жители многоэтажек, понимая, что это определенная гарантия возмещения части ущерба. Требовать выплату может каждый. Но при оценке страхового события, а каждый он уникален, у каждого есть обстоятельства, какие-то события, которые тщательно рассматриваются, и оцениваются два фактора, на самом деле, вот, исходя из вашего вопроса. То есть человек уснул с сигаретой. Был ли это умысел, то есть он как бы хотел уснуть с сигаретой и разжечь огонь, либо это была грубая неосторожность. И в том и в другом случае компания освобождается от ответственности, то есть если подтверждается факт осознанного действия, либо грубой неосторожности. Из года в год спасатели требуют: дайте проезд. Мало того, что потеря времени, например, на этих учениях составила 6 минут, так еще и за протараненный шлагбаум при реальных условиях жильцы зачастую требуют от пожарных компенсации. Правила с Нового года изменились: или к воротам, рамкам или шлагбауму должен быть приставлен человек с кнопкой, или их придется демонтировать. Да ладно. Вот кота откачали, спасли живой. Умиление у зрителей вызывают кадры спасения животных. Кота реанимировали при помощи дыхательного аппарата. Пожар в квартире возник из-за шалости 2-летнего ребенка. Загорелся диван, люди не пострадали. И в этих кадрах человечность спасателей, их понимание жизни и борьба за нее выходит на первый план. А вот осознание последствий у большинства из нас, пропускающих через фильтр восприятия хронику происшествия, отсекание, как модно сейчас говорить, негатива и часто здравого смысла, можно чаще всего увидеть уже только в черных глазах пепелища. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.